Ассаламу алейкум. Спрашивает брат, что говорят наши ученые насчет коранитов, которые сеют сомнения о том, что достаточно Корана. Потому что Аллах сказал, что Он будет хранить Коран, а не сунну. Также они говорят, как такое возможно, чтобы хадисы дошли до наших дней. Также они говорят, халифы сами приказали написать хадисы и так далее. Конечно, все это заблуждение либо не знающих, невежественных мусульман, которые не поняли даже свою религию достаточно, либо же это сомнения заблудших людей, заблудшие секты, которых называют коранитами. Поэтому даже эти сомнения, которые вы перечислили, они очень смешные. Вот, например, говорят они, что достаточно Коран, потому что Аллах сказал, что Он будет хранить Коран, а не сунну. Во-первых, Аллах, субхану ва тааля, сказал, что Он будет хранить Коран. Коран, наверное, не имеет в виду высказывание Всевышнего Аллаха: «Инна нахну наззальна зикра ва инна лаху лахафизун». Мы не спаслали откровение, и мы будем его хранить. Во-первых, ответ им, что Аллах, субхану ва тааля, когда Он пообещал нам сохранить Коран, речь не идет просто именно о Коране, об этой книге. Только глупец так может понять. Аллах сохранил для нас эту книгу и толкование этой книги. Я Всевышний Аллах приведу более подробный пример, чтобы было ясно. Всевышний Аллах в многочисленных аятах в этом Коране говорит, что акимус саля, совершайте намаз, ва атуз зака, давайте закат. Например, валилляхи аля наси хиджуль бейти ман истата илейхи сабиля, что людям обязательно совершать хадж и так далее. Многие основы ислама, то есть столпы ислама, намаз, хадж, закат, Всевышний во многих аятах приказывает их совершать. Однако в Коране нет описания точного, как совершать намаз. Сколько ракатов совершается, сколько раз руку, сколько раз саджда, сколько намазов, когда, в какое время совершается, как совершается омовение, как подробно, как большое омовение нужно, когда нужно маленькое омовение взять, когда нужно большое омовение взять. То есть Аллах субхану общий приказывает брать омовение, общий приказывает намаз. Но подробно это нам не объясняет Аллах в Коране. То есть они хотят сказать, вот на это глупое такое их сомнение можно ответить таким образом, что неужели вы думаете, что Аллах приказывает, обещал нам сохранить этот Коран, в котором многочисленно, много раз Он приказывает нам совершать намаз, однако не как совершать намаз Аллах для нас не сохранил? Вот этот вопрос, задайте себе это. И Аллах, какой смысл от этого Корана, если там приказывает совершать намаз много раз, но в нем не написано, как совершать намаз? И наоборот, Аллах сделал так, что это знание скрылось. Ведь пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершал же намаз. Они же это не могут отрицать, что это Коран был низведен пророку. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершал как-то намаз. Как-то же он совершал. И неужели Аллах субхану ва тааля эти знания скрыл? Эти знания были специально только для пророка и его сподвижников. А остальные мусульмане не имеют права получить эти знания. То есть получается, что мусульмане после пророка и сахабов, которые видели пророка, после этого не могут притворять жизнь ислам, как притворял его пророк и сахаба. Или это пусть зададутся вопросом вот люди, которые такие вещи говорят. Какой смысл этого Корана, если это просто получается буквы, набор слов, смысл которых нам неизвестен, непонятен? И поэтому это первое. Второе, Аллах субхану ва тааля в этом же Коране, который они утверждают, Аллах субхану ва тааля защитил этот Коран, сохранил нам. Аллах в этом Коране же приказывает нам следовать пророку. Говорит, что «Ман ата ар-расуль, факад ата Аллах». Кто подчинился пророку, он подчинился Аллаху. Какой смысл тогда этого аята? Получается, что у этого аята нет смысла? Или это аят относится только к тем, кто видел пророка, а к нам это не относится? Мы не имеем права поклоняться Аллаху, как поклонялся его пророк, и поклоняются его сподвижники. Столько таких аятов есть, где Аллах субхану ва тааля приказывает подчиняться пророка. То, что пророк вам велит, делайте. То, что он вам запрещает, не делайте. Какой смысл этого аята? Вы говорите, что Коран Аллах сохранил. Какой смысл этого аята, если нет у него никакого смысла, по вашим словам? Вот им надо это сказать так. Получается, все аяты, где Аллах субхану ва тааля приказывает слушаться пророка и приказывает не делать то, что он нам запрещает, нет смысла этих аятов. Поэтому в действительности эти люди, они показывают себя, как будто они следуют Корану,
как будто они придерживаются Корана и только хотят Коран, больше ничего не хотят. На самом деле они первые, кто противоречит Корану. Посмотрите, сколько аятов они отрицают. Отрицают они эти аяты. Потому что, то есть смысл этих аятов отрицают. И другие прочие сомнения, много очень сомнений, даже долго о них говорить не стоит. Например, они говорят, что там еще, как возможно, чтобы хадисы дошли до наших дней. А хорошо, такой же вопрос можно задать, как возможно, что Коран дошел до наших дней? Почему вы не сомневаетесь, что в Коран может дойти, а хадисы не могут дойти? Почему? Это вы на самом деле не уверовали достаточно правильно в Аллаха. Если вы считаете, что Аллах не способен сохранить свою религию, думаете, что Аллах только сохранил эту книгу, и кто как хочет понимает и разделяется на 1000 сект, и вы не уверовали достаточно в Аллах. Мы, альхамдулилля, мусульмане, последователи сунны, мы уверовали, что Аллах субхану ва тааля не только сохранил Коран, Аллах сохранил религию для нас. До конца судного дня эта религия, она будет сохранена. Та религия, которую исповедовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижник, эта религия будет сохранена, она есть сегодня и будет сохранена до судного дня. Мы все можем придерживаться тому исламу, который придерживался пророк, и которому придерживаются его сподвижники. Альхамдулилля, мы это веруем. А вы считаете, что только книга это Коран есть, и кто как хочет поклоняется, как хочет толкует. Это означает, что Аллах не сохранил религию. Аллах не только сохранил Коран, Аллах сохранил религию. Вот это нужно понять. И также, что они говорят, также они говорят, что халифу сами приказали написать хадисы и так далее. Это глупые люди. Они вообще не знают ни истории, не разбираются ни в истории, не разбираются ни в науках хадисоведения, не разбираются даже в науке Корана. Корановедение – это отдельная наука. Улумуль Кур'ан, как Коран собирался, какие есть кирааты, как можно его читать, какие разные смыслы дает Коран, чтение различных кираатов, различные науки, связанные с Кораном. Они все далеки от этих вещей, они не разбираются. Они даже, если вы спросите, не знали, как Коран, как он собирался. И поэтому говорят, что халифы... Какие халифы? Халифы, которые 4 праведных халифа, да, во время их Коран собирался, который не сводился пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И Аллах, субхану ва тааля, в этом Коране, который вы утверждаете, что вы в него сильно веруете, в этом Коране, во многочисленных аятах, этих халифов похвалил, сказал, что ради Аллаху анху ва раду ан, Аллах ими доволен. А они довольны Аллахом. Это то, что Аллах субхану ва тааля про этих халифов, про сподвижников в целом говорил. Не говоря уже о праведных халифах. А вы таким образом ставите под сомнение справедливость этих халифов? Да вы таким образом под сомнение весь Коран ставите. Поэтому эти люди, которые вот такие вещи распространяют, на самом деле они в действительности знают, они враги Корана. Они против Корана больше всего борются против Корана, это они сами. Они сами борются против Корана, хотят показывать себя, как будто они защитники Корана и хотят только следовать Корану и так далее. Поэтому, если человек не знает, такие у него сомнения есть, разъяснить ему. Если же он утверждает, распространяет сомнения, призывает к этому, опровергает сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, оставьте, это заблудший человек. Заблудший человек, и его нужно просто оставить и не обращать на